Это программа «Актуальное интервью». В студии работает Анастасия Кобызева. С началом лета многие дачники начали качать воду из близлежащих водоемов, строить возле них теплицы, зачастую на водоохранных зонах, за использование воды в которых надо платить. Все ли знают об этом и что считается нарушением, за которое надо отвечать по закону? Об этом и других вопросах охраны водных объектов мы поговорим сегодня с помощником якутского природоохранного прокурора Вячеславом Андреевым. Вячеслав Викторович, здравствуйте. Здравствуйте. Вот что понимается под водопользованием и кто относится к числу пользователей этими водными объектами? Водопользование представляет собой вид деятельности, который осуществляется при непосредственном взаимодействии с водным объектом, то есть использование воды с целью удовлетворения нужд населения и хозяйственной деятельности человека. Это и называется водопользованием. Для наглядности я могу привести примеры, такие как, например, для питья, полива сельскохозяйственных растений, рыбного хозяйства, отдыха, для транспортных целей, и так далее. А под водопользователем понимаются те лица, которые пользуются водными ресурсами и право пользования которым предоставлено. Это могут быть как и юридические лица, так и физические лица. Наверняка для того, чтобы пользоваться водными объектами, нужно разрешение. Да, конечно, законодатель предусматривает получать разрешительную документацию на использование водных объектов, в том числе и для граждан. Исключения могут быть, конечно же, для граждан, но в том случае, если забор воды осуществляется без использования технических средств или оборудования. Однако, если гражданин, к примеру, использует летний водопровод и устанавливает насосную станцию, тем самым организовав забор воды с водоема, то соответствующее разрешение, конечно, необходимо иметь. На основании каких документов возникает право пользования водными объектами и кто выдает их? Водные объекты предоставляются в пользование на основании двух документов, то есть это договор о водопользовании или решение о предоставлении водного объекта в пользование. А деятельность по предоставлению в пользование водных объектов, расположенных на территории республики, осуществляется Министерством экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха-Якутия. А какие обязанности возложены на водопользователей? Использование водных объектов не должно оказывать негативное воздействие на окружающую среду. Об этом мы все с вами прекрасно знаем. В связи с этим на водопользователя возложен ряд обязанностей. То есть законодателем определяются условия использования водного объекта, в частности, объем допустимого забора водных ресурсов, сроки водопользования, размер платы, условия и сроки ее внесения, ответственность сторон. Это все предусматривается договором водопользования. Водопользователи при использовании водных объектов обязаны не допускать нарушения прав других водопользователей, которые также пользуются водными объектами, причинение вреда окружающей среде, загрязнение окружающей среды, содержание в исправном состоянии эксплуатируемые ими оборудование, сооружения, то есть которые они используют в ходе изъятия забора воды, вести в условном порядке учет объема забора водных ресурсов. Нарушение этих всех требований к использованию и охране водных объектов влечет за собой ограничение, приостановление либо запрещение эксплуатации водных объектов водохозяйственной системы. А какие требования предъявляются к охране водных объектов? Законодателем устанавливаются основные требования к охране водных объектов на собственников водных объектов. Ими могут быть, в данном случае я раскрою, кто является собственниками. Это может быть федеральная собственность, это может быть на уровне субъекта, региона, либо муниципальная собственность. Также может быть и частная собственность. Таким мероприятиям можно отнести деятельность по установлению границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос, где устанавливается специальный режим. Меры, направленные на предотвращение истощения водных объектов, ликвидации загрязнений и расчистка водных объектов и так далее. А со стороны водопользователей, которые пользуются водным объектом на основании документации, которую я уже привел, установлены требования к охране водных объектов должны соблюдаться. То есть эти требования, которые установлены уже собственником, они должны соблюдаться и непосредственно водопользователем. Давайте поговорим о том, что такое вообще водоохранная зона и как она устанавливается.
Под водоохранной зоной понимается территория, которая примыкает к береговой линии водных объектов. В границах водоохранной зоны располагаются береговые и прибрежно-защитные полосы, то есть они входят все в водоохранную зону. Так, ширина водоохранной зоны зависит от протяженности водного объекта и составляет для рек и ручьев протяженностью, например, до 10 километров в размере 50 метров. От 10 до 50 метров ширина увеличивается до 100 метров. Более уже 50 километров ширина увеличивается до 200 метров. Для озер устанавливается уже ширина отдельно, которая составляет 50 метров. Чтобы не теряться в сомнениях по поводу того, сколько же составляет ширина водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы у конкретного водного объекта, законодатель предусмотрел механизм информирования граждан об установлении специального режима. Ну, каждый из нас знает, отдыхая у водного объекта, вы можете наблюдать знаки, где на синем фоне печатными буквами белого цвета имеется надпись «Водоохранная зона». И хотел бы напомнить телезрителям, что отсутствие таких знаков не является основанием для освобождения от ответственности. А вообще, что разрешено и запрещено в этой зоне? Ну, в границах этой зоны допускается размещение, строительство объектов, ну, хозяйственных объектов, да, при условии оборудования таких сооружений, которые обеспечивают охрану водных объектов, то есть от загрязнения. Также разрешается передвижение и пребывание около водных объектов, то есть для граждан, да, можно купаться, ну, конечно, это где разрешается, в установленном месте. В границах водоохранных зон категорически запрещается движение и стоянка транспортных средств, за исключением специально оборудованных стоянок, например, да, движение по дорогам с твердым покрытием, то есть там разрешается движение транспортных средств и стоянка. Но если этих специально оборудованных мест не имеется, то, конечно же, движение и стоянка транспорта запрещается. Также в водоохранных зонах не может быть расположены места захоронения отходов производства и потребления, химических, отравляющих каких-то веществ, ну, которые загрязняют водный объект. А вот, к слову, какие и как часто эти нарушения допускают граждане и организации? Начну, наверное, с организации. Как показывает практика, наиболее распространенными нарушениями среди организаций является использование водных объектов для сброса сточных вод без решения о предоставлении водных объектов в пользование, либо осуществление сброса сточных вод в водный объект без разрешения на сброс загрязняющих веществ. Я могу привести пример. В октябре прошлого года, то есть нами Якутской природоохранной прокуратуры, проведена проверка акционерного общества на предмет соблюдения законодательства об охране окружающей среды. Значит, в ходе осмотра водного объекта, река Верхняя Нерюнгра, и территории в районе шламового хозяйства предприятия установлен выпуск технологических вод в водный объект, который не учтен в разрешительных документах на водопользование. В связи с чем нами внесено представление в адрес руководителя. По результатам рассмотрения, которые приняты меры, нарушения были устранены. Также по инициативе прокуратуры компания как юридическое лицо и ответственное должностное лицо привлечены к административной ответственности, то есть пользование водным объектом с нарушением установленных штраф на общую сумму более 70 тысяч рублей. Ущерб, причиненный обществом, полностью возмещен. Что касается граждан, ну, со стороны граждан чаще всего допускаются такие нарушения, как мойка машин возле рек, озер в границе водоохранных зон, о чем я уже рассказал. Что такое водоохранные зоны? Ну вот вы сейчас назвали два основных вида нарушений. Это вот со стороны организации сброс сточных вод, а со стороны граждан это мойка машины. А вот какая ответственность предусмотрена за эти нарушения? Да, ну я начну с того, что, пользуясь случаем, хочу предостеречь граждан и представителей организаций, которые нас смотрят, от пренебрежительного отношения к нормам экологического законодательства. В случае допущения нарушений водного законодательства и загрязнения водных объектов законодатель предусмотрел административную и уголовную ответственность. Привлечение к ответственности за нарушение водного законодательства не освобождает виновных лиц от обязанности устранить допущенные нарушения и возместить причиненный ими вред.
Вред, причиненный водным объектам, возмещается в добровольном порядке или в судебном порядке. Субъектами ответственности за нарушение водного законодательства являются юридические и физические лица. Если говорить об административной ответственности, к примеру, которую вы привели, мойка машин водоохраны, то гражданину обойдется в виде административного штрафа до 4500 рублей. А должностному лицу, если автомобиль служебный, до 12 тысяч рублей. Для юридических лиц штраф составляет уже до 400 тысяч рублей. Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях также предусмотрена ответственность за самовольное занятие объекта и пользование ими с нарушением установленных условий, нарушение правил охраны водных объектов, нарушение правил водопользования. Уголовным кодексом также предусмотрена уголовная ответственность за загрязнение вод. Так, статьей 250 Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает уголовную ответственность за загрязнение водных объектов, источник питьевого водоснабжения, если эти деяния повлекли причинение существенного вреда животному и растительному миру. Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает ответственность за широкий спектр преступлений, так или иначе связанных с оказанием негативного воздействия на водные объекты. Ну, я могу привести примеры. Это нарушение правил безопасности при ведении, например, строительных работ, да? Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ, нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов. Помимо административной и уголовной ответственности, как я уже сказал, да, законодательством об охране окружающей среды предусмотрено обязательное возмещение ущерба, причиненного водным объектам. Так, например, в ходе проведенной нами проверки в Нерюнгринском районе, установлено, что организация, которая осуществляет деятельность по добыче золота, сточные воды без какой-либо предварительной очистки сбрасывались в водный объект, и использование водного объекта осуществлялось в отсутствии разрешительной документации. Ущерб, причиненный водному объекту вследствие сброса недостаточно очищенных сточных вод, составил свыше 46 миллионов рублей. Нами были приняты меры. По постановлению предохранной прокуратуры общества и его должностное лицо привлечены к административной ответственности, то есть нарушение правил к охране водных объектов, которые может повлечь к их загрязнению. И по статье 7.6 Кодекса административных правонарушений Российской Федерации самовольное занятие водного объекта. При этом нами предъявлено исковое заявление о взыскании с общества ущерба, причиненного окружающей среде, которое рассмотрено и было удовлетворено. Поэтому несоблюдение норм законодательства к охране окружающей среды может повлечь еще негативные финансовые последствия для предприятий. Ну, довольно немаленькие штрафы предусмотрены за нарушение этих правил. А вообще вот в Якутии часто ли как организации, так и граждане попадаются за нарушение этих правил? Да, довольно часто. К сожалению, мы не осуществляем надзор за гражданами. Есть специальные организации, то есть, которые занимаются привлечением лиц к административной ответственности. Именно пример, который вы привели, да, мойка машин в неположенном месте на территории водоохранной зоны. То есть этим занимается Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства. Они непосредственно проводят соответствующие мероприятия и при установлении нарушений привлекают к административной ответственности данных граждан, которые нарушают правила пользования, нахождения на территории специального режима, то есть на водоохранной зоне. Вячеслав Викторович, есть ли какие-то рекомендации и пожелания для телезрителей? Да, у меня есть пожелания. Так, отдыхая у воды, следует помнить, что каждый из нас обязан бережно относиться к нашей природе. Только в этом случае мы можем рассчитывать на благоприятную окружающую среду. Поэтому, если вы стали свидетелем загрязнения водного объекта со стороны водопользователей в результате их хозяйственной деятельности, сообщите об этом на номер ответственного дежурного управления Росприроднадзора по Республике Саха-Якутия. Это по номеру 8924 867 6718. Либо Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства по номеру телефона 50 85 62 и ее территориальные подразделения.
Большое спасибо, Вячеслав Викторович, за интересную, а главное полезную беседу. Вопросы охраны водных объектов мы обсудили с помощником якутского природоохранного прокурора Вячеславом Андреевым. Оставайтесь с нами.